Восстановительные работы в селе Лдза начались на второй же день после стихийного бедствия. Жители особо пострадавшего от наводнения села массово публиковали в социальных сетях фото и видео разрушений, затоплений и завалов, образовавшихся в результате двухдневных проливных дождей. По словам самих же жителей, администрация села всячески оказывала поддержку. Как вы видите, за моей спиной и рядом вот это все, что вы видите, очень большой урон нанесла речка. На сегодняшний день работы не останавливаются. С первого дня, как начали, и продвижение идет. Вот сейчас мы стоим, на каком месте мы стоим. Этого моста не было, он обрушился. С помощью компании берегоукрепления восстановили мост. Техника большая приехала, работает. Очень большая работа была проведена. Не могу не сказать районную администрацию, которая с первых дней просто до сегодняшнего момента оказывает все усилия. Расчищают речку, расчищают дорогу. Все сделали. Ничего, потихоньку будем живы. Но в домах нет. Вот общая водопроводная. 3 дня привозили хлеб и воду вон там. Бесплатно давали. Ничего, прорвемся. Главное, что все живы. На данный момент в селе уже восстановлен полностью снесенный потоком воды мост. Расчищаются центральные дороги, чистится русло реки. Вся пострадавшая инфраструктура приводится в порядок. В селе работают 11 единиц спецтехники, из них 4 трактора. У нас сейчас задача стоит подать свет, так как речка смыла все столбы. Черноморэнерго уже привезли свои материалы, которые занимаются, линии новые тянут. Как известно, после обрушения урагана на Гагарское побережье город был полностью обесточен. Это объясняется опасностью подачи электроэнергии в подтопленные помещения, высок риск замыкания. Однако аварии тоже имели место быть. Было уже частично были включены все село. И воду то же самое подключали частично. Смотрели, где поломки, устраняли и все. На данной улице, которой сегодня ведутся работы, улица Речная, один из самых масштабных у нас, конечно, по повреждениям зона, получается, одна из самых масштабных. Сюда доступ был ограничен в связи с техникой, в связи с отсутствием подъездных путей, так как мосты смыло. Сегодня у нас 3-й день. Получается, нам открыли дорогу, подготовили дорожники нам дорогу, чтобы можно было провести мероприятие. На сегодняшний день будут установлены около 10 столбов, и питание, в принципе, всем абонентам будет организовано. По селе Лидзава были проведены работы по восстановлению высоковольтного фидера «Рыбзавод», который является основным фидером высоковольтным для питания данного села. Этот фидер был восстановлен на 2-й день. Из-за сошедшей сельди опоры были смещены, то есть их повалило. Был перестроен отрезок протяженностью около 800 метров. Установлены новые заново опоры, новая трассировка и так далее. То есть эти мероприятия были проведены. За день к вечеру питание было подано основной части абонентов. Сегодня 95-96% абонентов точно будут запитаны. Если какие-то доделки будут, уже завтра до обеда уже будут доработаны, и все абоненты будут у нас с электроснабжением. Конечно, невозможно в первую очередь не подумать о жителях, пострадавших от разбушевавшейся стихии. Гурам Абгаджава отметил, что первоочередно необходимо расчистить все центральные дороги и обеспечить доступ в самые недоступные места спецтехники. Но и жители, по его словам, не остаются и не останутся без помощи. Создана комиссия, ходит и оценивает ущерб, нанесенный который. И я уверен, что все возможно будет сделано. В расчистке территории мы сейчас закончим с центральными улицами, потом мы будем переходить каждому во двор, где у нас наиболее такое насыпь огромное, мы будем помогать, конечно, людям. Многие своими силами, лопатами разгребли, но есть такие семьи, которые просто невозможно без техники. Обязательно будет оказана помощь. Работы, как отмечают специалисты, еще предстоит много. По словам заместителя главы администрации, все стремятся оказать помощь. Дальше необходимо установить новую дамбу, продолжить расчистку рек, улиц и дворов. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение.